и как он работает на здоровье человека, это может быть ненормально. Да. Когда вы показываете закрытую коробку, это нормально. Когда вы начинаете вытаскивать стики и еще пытаетесь их кушать в прямом эфире, это ненормально. Почему? Я вам одну вещь расскажу, и мы эту тему закончим, и перейдем к интервью. Когда у меня не было своего автомобиля, я очень часто брал вместе с товарищем для того, чтобы делать какие-то свои дела, автомобиль у моего старшего брата покойного. Но у нас была оговорка. Нормальная, спокойная, братская оговорка. Нет никаких проблем, чтобы ты использовал мой автомобиль на здоровье, тем более ты мой братишка, но любая с ним проблема, авария, поломка, это твоя головная боль. Договорились? Договорились. И один раз я взял автомобиль, мы ездили так же, как ездили всегда, но вот, как у меня подход шутит, я иногда говорю там, ой, что-то плохо чувствую. Он говорит, только не в мою смену, только не в мою дежурство. Пожалуйста, без фатальных исходов. Да, вот, вот так, подшучивает она мной. И застучал движок. Я его загнал на СТО, этот автомобиль, и спрашиваю у мастеров, ребята, что конкретно, то есть один и тот же бензин, одна и та же манера езды, постоянный контроль за маслом, да, там за уровнем масла двигателя и так далее. И ребята сказали, это морально, да, то есть морально вылилось вот в такой результат. То есть вы ничего не сделали, ничего абсолютно не сделали такого, чтобы двигатель в этот период времени. Да, это должно было случиться, неважно, это был ваш водитель или это был бы ваш брат. Понимаете, к чему я говорю? TikTok боится, что станет предметом судебных разбирательств, да? Человек, который принимает, например, наш продукт, по биологическим часам, по стечению трагических обстоятельств, по каким-то моментам, которые развивались в его организме бессимптомно, ну уж простите меня, он должен был умереть завтра. Но так уж совпало, что именно прием наших абсолютно полезных продуктов, да, совпал. И первые вопросы, которые будут заданы семье